Часть отчета главы Коми была посвящена развитию в регионе транспорта и инфраструктуры. Вызовы, с которыми столкнулась авиационная отрасль нашего региона, еще дают о себе знать. И республика продолжает поддерживать местного перевозчика Коми Авиатранс. В непростой ситуации оказалась и отрасль автобусных перевозок. Внимание требует и дорожная инфраструктура. О проблемах и решениях Евгений Стокас. В Коми с ее размерами и удаленностью населенных пунктов и промышленных центров транспорт всегда был жизненной необходимостью. В сегодняшних условиях в силу десятков причин эта отрасль переживает непростые времена. У железных дорог все в целом стабильно и предсказуемо. В прошлом году РЖД отремонтировала столичный ЖД-вокзал и платформу в Эжве, а в Каджироме установила новую. Но вот республиканский авиаперевозчик Коми Авиатранс оказался в предбанкротном состоянии. Долги перед кредиторами составляли порядка 4 миллиардов рублей. Пускать ситуацию на самотек и лишать регион воздушного транспорта правительство категорически отказалось. Оказана поддержка из бюджета республики, что позволило Коми Авиатрансу реструктуризировать лизинговую задолженность на самолеты Embraer, исполнить просроченные долговые обязательства перед крупными поставщиками и повысить и погасить задолженность по заработной плате перед своими сотрудниками. Отвечено снижение кредиторской задолженности предприятия почти на 3 миллиарда рублей. Дополнительная мера поддержки принята и на сессии Госсовета. В условиях предстоящего осложнения экономической ситуации и уже введенных против авиаотрасли санкций, Минфин Коми предложил освободить авиаперевозчиков от уплаты налога на имущество. 4 года послаблений будут стоить бюджету 62 миллиона рублей. Здесь мы руководствуемся тем, что у нас Коми Авиатранс, который является на данный момент единственным плательщиком. И так скажем, эти налоги, чтобы его не датировать, соответственно, он оставлял у себя для развития. Данный законопроект мы еще предусматривали того, чтобы своего рода дать возможность привлечения сюда, на площадку именно аэропорта города Сыктывкара, как аэропорта базирования иных здесь авиакомпаний, которые, возможно, заинтересуются данной льготой. Саму столичную взлетку сейчас активно ремонтируют. Международный терминал в Сыктывкаре уже обновлен. Кроме того, по просьбам жителей открыты новые вертолетные маршруты из Ухты. А вот аэропорты Инты, Усть-Цильмы и Печоры для экономии переведены в статус посадочных площадок. Но количество рейсов там не снизилось. У Коми Автотранса судьба тоже непростая. Из-за санкций и последствий пандемии крупнейший автобусный перевозчик региона оказался в долгах. Стабилизировать финансовое здоровье предприятия в прошлом году помогла республика. В феврале Сыктывкарское АТП номер 1, которое с трудностями не справлялось, присоединили к Коми Автотрансу, а его, в свою очередь, после восстановления передадут в управление Сыктывкарской мэрии. Для вывода из финансового кризиса Коми Автотранса в 2021 году был представлен займ в размере 60 миллионов рублей на закрытие договоров лизинга 2016 года. Старые закрываем. Это позволило выкупить 40 автобусов типа НИФАС. В бюджете республики предусмотрены субсидии на организацию транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам в размере 119 миллионов рублей на 2022 год и 112 миллионов рублей на 2023-2024 годы ежегодно. Для поддержки перевозчиков правительство будет субсидировать половину всех затрат муниципалитетов Коми на организацию и оплату перевозок. Ремонт дорог тоже не останавливается, хоть по объемам в прошлом году пришлось ужаться. Почти 82 километра дорожной сети было обновлено, отремонтировано 16 мостов. Это и межмуниципальные, и региональные маршруты. Важным проектом стала столичная малая объездная. Очень давно мы ждали эту малую объездную. Во-первых, для того, чтобы разгрузить Октябрьский проспект. На следующий год у нас вторая улица, которая будет разгружать Октябрьский проспект. Это улица Индустриальная. Не было здесь ремонта, как сказал подрядчик, лет 40, наверное. Поэтому очень долгожданная дорога. Муниципалитеты в прошлом году получили из Республиканского дорожного фонда почти 785 миллионов рублей на ремонт поселковых маршрутов. Приоритетное направление, обозначенное правительством – школьные маршруты. На приведение их в порядок регион выделяет внушительные средства. В текущем году объем этой поддержки увеличен почти на 1 миллиард рублей. Из них 800 миллионов рублей – это субсидии муниципалитетам на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, задействованных в маршрутах школьных автобусов. Об этом вы неоднократно ставили задачу передо мной и перед правительством. Бюджет дорожной отрасли в этом году составит 8,5 миллиардов рублей, что почти на 3 миллиарда больше, чем в доковидном 2019-м. Еще одна сеть, в которую регион вкладывается – информационная.
Только за прошлый год в Коми проложили 1200 километров оптоволоконных сетей. В 139 населенных пунктах к интернету подключили более 280 социальных объектов, почти на треть больше, чем годом ранее. По доступности интернета и использованию цифровых услуг регион и так стабильно занимает лидирующие позиции по северо-западу и стране. Но подключение населенных пунктов Коми к всемирной паутине еще не завершено. И в 2022-м эта работа будет продолжена.